Экспедиция «Эстафета памяти», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сегодня прибыла в Татинский район. Подробности у наших коллег. Представители спасательных служб несут частицу вечного огня из Мурманска в город Певек Чукотского автономного округа. Маршрут составляет более 14 тысяч километров по 10 арктическим регионам страны. Татинцы с волнением встретили частицу вечного огня, символ жизни и памяти, на площади Победы. Экспедиция, в которой насчитывается 42 спасателя и 7 единиц техники, на территории Якутии начала свой поход 22 января. Члены экспедиции сегодня прибыли в Татинский район. Сегодня у нас запланировано здесь проведение социально значимых мероприятий. Вообще смысл нашей экспедиции заключается и называется «Эстафета памяти». Данное наше мероприятие посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войны. Данное мероприятие у нас спланировано по замыслу министра МЧС России. Получили одобрение главы государства, и частицу вечного огня мы передаем от Мурманска по всей территории Российской Федерации, которая в своем составе те субъекты, которые имеют арктические районы. На протяжении всего пути участники экспедиции будут принимать участие в памятных мероприятиях, навещать ветеранов и проводить уроки мужества. Учащиеся Татинского лицея внимательно слушали рассказы спасателей об их уникальной профессии. Всех заинтересовала их специальная экипировка. Ребята задавали много вопросов о работе водолаза-спасателя. Экспедиция, я считаю, это великая честь, так скажем, потому что у нас во время Великой Отечественной каждую семью, наверное, война, трагедия все это затронула, поэтому дед у меня тоже в свое время служил в контрразведке, как раз, получается, на Западной Украине принимал активное участие. Он, прадед тоже мой в разведке, и в 1942 году, если я не ошибаюсь, пропал без вести. Также брат у меня, старший мой, получается, тоже принимал активное участие тоже в боевых действиях на СВО, который в 22 году погиб, получил орден мужества. Поэтому я считаю, память нужно всегда чтить, отдавать уважение нашим защитникам. Конечной точкой в Якутии будет населенный пункт Сасыр Момского района, где будет установлен монумент в честь памяти летчиков-авиаторов, которые совершали полеты по маршруту Алсиб-Аляска-Сибирь. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Татинский улус.